Резкий рост цен на продукты питания стал горячей темой последних недель. Мы отправились на Сухумский рынок, чтобы узнать, насколько повысились цены и на какие продукты. На торговых прилавках реализуются овощи и фрукты, ягоды как местного производства, так и привозные. При этом цены на них разительно отличаются. Так, если местную картошку можно купить за 40-45 рублей за 1 килограмм, то привозная египетская стоит 155 рублей. Резко возросли цены на морковь и свеклу. Если раньше морковь можно было приобрести за 35-40 рублей, то сейчас на рынке она стоит от 90 рублей за килограмм. Самым дорогим из овощей оказалась свекла. Цена за килограмм 140 рублей, когда ранее ее цена варьировалась от 35 до 40 рублей. Кристина Джугелия – владелица торговой точки на рынке. По ее словам, такой резкий рост цен на некоторые позиции товаров произошел вследствие повышения закупочных цен на складах. Именно на овощи, там на определенные позиции выросло до 300%. То есть это морковь, свекла. Если он месяц тому назад стоил, скажем, 45-35, сейчас он стоит 130, 140, 90, 95. Это на оптовых складах? В оптовых складах, да. То есть разница растет каждый день. И это вот продолжается уже в течение месяца. У нас, как бы сказать, эти 10% они прибавляются в связи с привозом, с границей, то есть со всеми этими. Вот завтра, например, морковь приедет, она уже будет стоить 105 рублей. Потому что 100 рублей она уже к нам сюда приезжает, и 5 рублей у нас идет оценка. На самом деле они это сами объяснить не могут. Нам они не дали никакого объяснения. Мы же тоже должны как-то людям объяснить ситуацию сложившуюся. Это по всей стране такая ситуация. И в России у них то же самое, даже дороже. При этом некоторые продавцы отмечали, что закупочные цены на местный привозной картофель одинаковые – 50 рублей, а реализуют они его по 60 рублей. Цены на помидоры и огурцы практически ежедневно меняются. И сейчас на рынке много местной продукции. Помидоры можно приобрести от 80 до 110 рублей за килограмм, а огурцы от 60 рублей и выше. Цены у вас ежедневно меняются, правильно понимаю? Ну, почти можно, ну, так можно сказать, потому что каждый день по разной цене берем, цены меняются, если они стабильнее. В последнее время вы наблюдаете подорожание, либо же дешевле? Пока одно и то же, никакой изменения нету насчет цен. Вот. Но где-то вот неделя цены вот так держатся, а не знаю дальше, что как будет. Все зависит от погодных условий тоже. Если вот были дожди, цена поднялась, потому что не было огурцов, а сейчас... Ну, у вас больше местная продукция, да? Да, у меня больше. Вот фасоля местная, шикарная местная фасоля, лук, помидоры, огурцы, синики, все вот это местное. Перец российский. Вы все закупаете, я правильно понимаю? Ну, например, лук, фасоль мое и свое тоже есть. А фасоль сколько стоит ваша? Фасоль стоит 180-200, смотря какой фасоль. Ну, почему так дорого 180? Ну, общая цена так, что мы придерживаемся к общей цене. Фасоль у меня я приняла 160, продаю 180. Лимоны 70, я продаю 80. Вон тот 60-70, ну 10 рублей, не больше. Почему на лычу такая высокая цена в этом году? Я не знаю, нету, сказали. Безусловно, стоимость фруктов также выросла. Цены на клубнику варьируются от 200 до 250 рублей. Черешни и персики стоят от 200 рублей и выше. Урожай мушмылы в этом году хороший, да и на прилавках ее много. Цена от 50 до 250 рублей, в зависимости от сорта. Нам привозят, но она быстрее спеет, много мушмулы и дешевле становится. А это сколько стоило? Первое время 100 рублей, 150. А сейчас по какой цене вы принимаете? А сейчас подешевле, по 50, по 40. На рынке не на всех продуктах установлены ценники. Как говорят сами продавцы, им это не обязательно, так как они сами регулируют цены и по собственному желанию покупателю могут уступить в цене. Стоимость базовых продуктов питания, таких как сахар, масло и мука, также выросли. Если раньше 5 литров подсолнечного масла можно было купить за 450 рублей, то сейчас она стоит 670 рублей. Мука подорожала на 10-15 рублей. Сахар в среднем на 20-25 рублей, практически на 50%. Рост цен на продукты питания заметно бьет по карману, говорят покупатели, да и сами продавцы. Не хотят бедные покупать, а что хотят покупать, что делать должны? Должна же кушать человек. Вот, покупает все равно по одной штуке. Мы покупаем все. Раньше свекла стоила 50 рублей, сейчас 130 рублей. Масло стоило 70 рублей в бутылках. Сейчас мы покупаем 130 рублей. Это уже ненормально. Сахар тоже все поднимается, и мы тоже не можем цены поднять, а люди вообще покупать ничего не будут. Мы и пенсии у некоторых нету,
Зарплаты у нас нормальные, ну, низкие зарплаты, а цены на все вскакивают. Цены на продукты, конечно, выросли в связи с тем, что, я не знаю, но новые вроде товары появились, но дело в том, что покупательская способность у людей упала, потому что нет, сами понимаете, ни работы, зарплаты не повышаются. С условием того, что еще и пандемия, как говорится, наложила свой след. Дорого, дорого. Для меня все дорого. Так что я не знаю, может, у кого-то деньги есть, зарабатывают, но пенсионерам это. Отдыхающие туристы говорят, что отдельные виды товаров у нас дороже, чем у них, а некоторые дешевле. К примеру, банан у вас дороже точно. А морковь-то свекла? Яблоки примерно в одну, наверное, цену. Морковь светлу не смотрел. Помидоры, огурец дешевле, да. Как нам объяснили в Министерстве экономики, в соответствии с законом о госрегулировании цен, в компетенцию правительства входит регулирование цен на хлеб, газ, нефтепродукты и, соответственно, на общественный транспорт. Все остальное диктует рынок. Продукты, о которых вы сегодня говорили, то есть продовольственные, за исключением хлеба, сахар, овощи, фрукты, они не регулируются Кабинетом министров. Цены на эти группы товаров устанавливаются на рынке. То есть, исходя из того, сколько составляет себестоимость для продавцов приобретения либо производства этого товара, и какую цену в состоянии или готов заплатить потребитель за эти товары. То есть цены такие отслеживаются Государственным комитетом по статистике. Эти цены влияют на ежемесячно определяемый размер потребительской корзины, но при этом товары, за исключением тех, которые я назвал, цены на них предельно не регулируются. Если не ошибаюсь, в прошлые годы была практика, что в случае повышения цен на отдельные группы товаров, ну, например, возьмем гречку, теоретически в случае значительного увеличения, связанного, допустим, с дефицитом в России, откуда по большей части завозят продукты из гречки, теоретически возможны ситуации, когда Кабинет министров на отдельные товары будет вводить ограничения по цене, если это товары социально значимые группы. Таким образом, цены на продукты питания устанавливаются в основном самими продавцами, и ценообразование зависит от закупочных цен. Но учитывая повсеместный рост цен на все продукты, вряд ли стоит надеяться, что в ближайшее время их закупочная стоимость снизится. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.